Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшик Шара. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции протестировано 288 человек. У 99 из них диагноз ковид подтвержден. На данный момент на стационарном лечении в Гудаутском госпитале находится 155 пациентов. 138 из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии 15 человек, 35 пациентов средней степени тяжести. Выписано 3 человека. Всего в Гудаутский госпиталь 9 октября были доставлены 21 человек. Как сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса, от двусторонней полисегментарной пневмонии скончались 2 человека, которые находились на амбулаторном лечении и отказывались от госпитализации. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. По поручению премьер-министра Абхазии Александра Анкваб Министерство внутренних дел провело выборочную проверку сети сухумских аптек на предмет установления необоснованного завышения цен на медицинские препараты первой необходимости. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета министров. В результате проверок установлено, что имеет место торговая наценка на некоторые группы медпрепаратов повышенного спроса в среднем от 18 до 43%. Производимые аптеками наценки связаны с повышением закупочных цен в России, откуда осуществляется практически весь объем импорта медпрепаратов. Однако, как отмечается в сообщении, выявлены некоторые аптеки, в которых завышение цен явно не обосновано. С наценкой более чем в 120-160%. Так, при закупочной цене на маски медицинские 4 рубля 52 копейки они реализуются по 10 рублей. Перчатки по закупочной цене в 9 рублей 50 копеек продаются в этих же аптеках по 25 рублей. Проверки сети аптек на всей территории республики будут проводиться регулярно с целью недопущения необоснованного завышения цен на медикаменты первой необходимости в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. 37 учащихся Сухумского медицинского колледжа по собственному желанию направлены на работу в Гудаутский ковид-центр. 1 октября в красную зону госпиталя отправилась первая группа из 5 человек. 9 октября к работе в Гудаутской ЦРБ приступили еще 8 студентов медучилища. 10 октября в Гудаутскую районную больницу отправится еще одна группа из 8 медиков. Они дежурят сутки. Завтра уже с 9 пойдет вторая группа, а потом третья. То есть 4 дня наши дети будут вот так меняться по суткам. Они по отделениям распределены в хирургии, в травматологии, на скорой. Те, которые в красной зоне, они на 7 дней, конечно, они каждый день оттуда не выходят. 7 дней, после 7 дней они пойдут на самоизоляцию и дальше, наверное, обратно вернутся туда. А остальные, они работают сутки с 9 до 9, потом их меняет другая группа. Родители сегодня тоже как-то, да, боятся, но все равно они как-то спокойнее за тех этих 8 групп, потому что их сами доставляем, сами привозим. Не боюсь, потому что я прекрасно понимаю, что это моя специальность, и я хочу помогать людям. Я готова ко всем выполнениям, что мне скажут, то я все сделаю, чтобы помочь людям. Когда нам сказали, честно, я немного сомневалась и думала, меня родители не отпустят. Я несколько дней их уговаривала, но решила, что поеду, я готова помогать всеми силами, потому что это моя профессия. Немного страшно, но что поделать. И когда волонтерство это предложили, я сразу согласилась. Потом я спросила у бабушки дома, она сначала не хотела, потом моя другая сестра тоже едет, которая здесь учится, и, мы вместе решили, что мы будем, поедем там и будем помогать. Абхазия в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции. Такова тема сегодняшнего прямого эфира с участием министра финансов Владимира Делба, главы города Сухум Беслана Эшба, начальника управления обеспечения лекарственными средствами Ахры Ачба и депутата парламента Астамура Логуа. Гости студии абхазского телевидения обсудят санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране и выскажут свое мнение о том, какие меры необходимо предпринять, чтобы остановить распространение коронавируса.
28 лет назад, 11 октября 1992 года, Президиум Верховного Совета Республики Абхазия принял постановление о создании Министерства обороны, Вооруженных сил и Генерального штаба. В честь этой знаменательной даты в Сухуме к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в парке боевой славы возложили венки глава оборонного ведомства Владимир Ануа, офицеры, военнослужащие. Репортаж Алики Трапш. Вооруженным силам Республики Абхазия 28 лет. 11 октября 1992 года председатель Президиума Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба подписал указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. Эта дата официально считается днем создания Вооруженных сил Республики Абхазия, днем рождения Абхазской армии. По традиции, в честь 28-й годовщины создания Министерства обороны Республики Абхазия состоялась церемония возложения венков в парке боевой славы. На этот раз с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Память погибших воинов почтили министр обороны Владимир Ануа, офицеры, военнослужащие. Оборонное ведомство страны прошло через сложный путь становления, формируясь в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Это событие стало важнейшим фактором организации сопротивления грузинскому агрессору, формирования на основе народного ополчения регулярной абхазской армии, залогом победы в Отечественной войне народа Абхазии. Конечно же, в создании абхазской армии велика роль первого президента Владислава Ардзинба и первых военачальников Владимира Аршба и Султана Сосналиева. Еще до 14 августа 1992 года начали формировать в Абхазии отдельный полк внутренних войск. Вот можно сказать, что на базе вот этого полка, потом впоследствии уже после 14 августа шло уже формирование частей и подразделений. И на основании этого уже постановлением Верховного Совета от 11 октября 1992 года было создано Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных сил. И с того времени начинается отсчет времени. Конечно, без создания вооруженных сил, без частей и подразделений, только опираясь на какие-то другие формирования, победы могло бы и не быть. Вооруженные силы Республики Абхазия были созданы в судьбоносное время, когда наш народ противостоял беспощадному врагу. После первой же победы в Отечественной войне народа Абхазии, освобождения Гагры, было принято решение о создании абхазской армии. В мировой военной истории очень мало примеров, когда победа над врагом достигалась малочисленным народом. И сегодня вооруженные силы Республики Абхазия – это мобильные, оснащенные, эффективные подразделения, способные успешно противостоять вероятному противнику. Идет, во-первых, подготовка кадров. Это основной упор. То, что делаем, это и командиры подразделений. Они имеют определенный военный уровень для того, чтобы потом было уже реально руководить войсками. И, конечно, оснащение, и то, что уже после 2008 года, что после подписания соглашения, что у нас есть все возможности для того, чтобы наши граждане обучались в высших военных учебных заведениях, а офицерам получать уже высшее военное образование в академиях, в Фрунзе, в академиях других, и в академии Генерального штаба. Сегодня можно сказать, что вооруженные силы командным составом, кадровым составом на более 80% оснащены. Вооруженные силы были и остаются гарантом национальной безопасности. Потому у государства в приоритете укрепление армии, ее современным вооружением. Уроки прошедшей войны и тяжелого послевоенного времени поставили перед абхазской армией новые требования, с которыми она справляется. За 28 лет, надо сказать, вооруженные силы претерпели, конечно, много различных изменений. Это были послевоенные годы, когда, в общем-то, на ветеранах войны держались вооруженные силы. Это прошел период, непростой период борьбы с терроризмом в Гальском районе. Сегодня мы имеем возможность комплектовать наши вооруженные силы высококлассными специалистами. И мы добиваемся того, чтобы в командование резервных подразделений практически составляли
люди, имеющие высшее военное образование. Такие варианты у нас сейчас есть, такая возможность есть. Я должен это сказать с большим удовлетворением. Дело в том, что в период войны мы столкнулись с ситуацией, когда было очень мало специалистов военного профиля. И этот недостаток сегодня, можно сказать, исправляется, и исправляется с очень высоким качеством. Для нас это важный праздник. Мы с гордостью воспринимаем этот день и надеемся, что и в дальнейшем это станет, не просто станет, а должен быть всенародным праздником. Сегодня вооруженные силы Республики Абхазия твердо и самоотверженно стоят на страже национальных интересов нашей страны. Они располагают большими возможностями для защиты целостности и безопасности государства. Аля Катрапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Заместитель министра энергетики Российской Федерации Евгений Горобчак и вице-премьер-министр экономики Абхазии Кристина Узган в ходе рабочей встречи рассмотрели вопросы обеспечения надежного энергоснабжения Абхазии во время ремонта оборудования «Ингургэс», который планируется в 2021 году. Российской стороной определен оператор и предложена техническая схема поставок, которая позволит обеспечить необходимую республике потребность электроэнергии на весь период ремонтных работ. Как сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии, в ходе рабочей встречи также были представлены результаты технического аудита объектов электроэнергетики Республики Абхазия, который российские эксперты провели по просьбе абхазской стороны. По итогам аудита будет сформирован перечень мер для улучшения состояния энергооборудования. Основная задача – устранение высокого уровня аварийности и правильная эксплуатация объектов и передающих сетей энергосистемы. По предварительной оценке, стоимость мероприятий, направленных на решение этих проблем, составит порядка 4 миллиардов 700 миллионов рублей. РУП «Черноморэнерго» сообщает, что в соответствии с постановлением Кабинета министров с 21 октября текущего года вступает в силу запрет на ввоз в Абхазию оборудования для майнинга криптовалют, в связи с чем абонентам, уже подключившимся либо намеревающимся подключить к энергосистеме республики оборудование для добычи криптовалют, необходимо незамедлительно обратиться в производственно-технический отдел РУП «Черноморэнерго» для определения возможности легализации в пределах допустимых нагрузок и выдачи технических условий. Нелегальные потребители, уклоняющиеся от процедуры легализации, будут отключены в рамках рейдовых мероприятий без возможности дальнейшего подключения. Материалы по ним будут переданы в компетентные органы для реагирования в соответствии с законодательством Республики Абхазия. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия в отношении лиц, причастных к незаконному обороту наркотических веществ на территории Республики Абхазия. Подробности в репортаже пресс-службы Министерства внутренних дел. Буквально с 25 августа текущего года на территории Гудаутского района оперативными службами разрабатывалась имеющаяся информация о реализации наркотического вещества. Была сформирована оперативная группа, направленная на установление и задержание лиц, причастных к преступной деятельности. Поступившее ранним утром 27 числа сообщение об обнаружении 2 трупов молодых мужчин без признаков насильственной смерти в одном из номеров гостевого дома в городе Гудаута у опытных оперативников вызвало подозрение. Началась проверка. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями нами было установлено, что граждане Российской Федерации Аксенов Евгений Валерьевич, Сабадаха Дмитрий Владимирович и Гребенщиков Вадим Дмитриевич, жители города Санкт-Петербург, прибыли на отдых в Республику Абхазия 22 августа 2020 года и временно проживали в городе Гудаута в одном из частных домов по установленному адресу. Также установлено, что молодые люди прибыли на арендованной автомашине марки Renault Logan. Предположительная причина смерти Евгения Аксенова и Дмитрия Сабадаха – передозировка наркотическими средствами. В отношении всех фигурантов проверки осуществлен ряд оперативно-розыскных мероприятий на установление причастности последних к совершению преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. После ряда допросов и предъявленных фактов, установленных сотрудниками уголовного розыска оперативным путем, гражданин Гребенщиков стал давать признательные показания. Обнаружив на утро своих товарищей умершими, он в панике начал избавляться от имеющихся наркотических средств. Вы готовы показать место? Готов. А куда вы дели, что у друга в сумке лежал? Выкинул в траву, когда увидел. Можете место показать, куда вы выкинули? Могу.
Далее с участием Вадима Гребенщикова и в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, буквально в 30 метрах от жилого строения в зарослях обнаружена пластиковая бутылка. В обвернутой фольгой и скотчем емкости содержались заизолированные свертки в общем количестве 57 штук. Внутри свертков в фасовочном целлофановом пакете находилось еще по 2 небольших пакета с белым веществом. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении гражданина Гребенщикова установлены места ранее сделанных так называемых тайных закладок в лесном массиве в селе Миссера Гудаутского района на расстоянии 15-20 метров друг от друга под деревьями. В земле обнаружены и изъяты еще 3 аналогично изолированных свертка с расфасованными в небольшие полиэтиленовые пакеты белым веществом. Эксперты определили общую массу изъятого вещества, а это, согласно исследованию, наркотическое средство метадон. Очевидно, что данная группа прибыла на территорию Абхазии с целью не только отдыха, как изначально предполагалось, а занималась распространением наркотического вещества. Также было установлено, что вышеуказанные лица в целях конспирации использовали мобильное приложение и псевдоним «Череп», через который они скидывали координаты тайных закладок лицам, употребляющим наркотические средства. Следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех соучастников данного преступления, продолжаются. Роль участия каждого фигуранта определится в ходе расследования этого уголовного дела. В рамках 6-го международного фестиваля культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» в Сухумском доме юношества прошел очередной конкурс детского рисунка «Грушевый компот». Название конкурса не случайно. Его определил литературный образ, созданный Искандером в рассказе «Детский сад». Кроме того, во дворе СДЮ растет та самая груша, плоды которой стали источником философских размышлений главного героя детских рассказов Фазиля Искандера Чика. В конкурсе приняли участие учащиеся секции живописи Сухумского дома юношества, детской художественной школы номер 1 города Сухум, школы Алашара, студии «Сальвадор» и артист «Лофт». Репортаж Гугуцы Вардания. Вот уже 5 лет подряд в рамках фестиваля «Стоянка человека» у той самой груши Фазиля, растущей во дворе Сухумского дома юношества, собираются воспитанники художественных школ и студий Сухума. Задача юных художников – нарисовать картину по мотивам рассказов великого классика о детстве Чика. Я рисую картину, посвященную рассказу «Защита Чика». На этой картине изображено, как Чик одевает пиджак на свою дядю, когда хочет обмануть директора. Сама выбрала эту тему. Я хотела нарисовать ее еще в прошлом году, но она не входила в состав рассказов, по которым надо было рисовать саму картину. Я рисую, как гуляет Чик со своей собакой, белкой. Мало читала, но я знаю, что у Чика есть большой дом и очень большая семья. Название «Грушевый компот» появилось не так давно, года 3 назад. А так в самом начале мы решили, что вот для популяризации, да, вот такой литературы, такого уровня литературы, хорошо бы это читать. А как это сделать? Это можно сделать через конкурс рисунков. Георгий Владимирович Боронин, он все эти годы он инструкции проводит, он детей как-то настраивает на нужный лад. И вот он у нас руководитель этого процесса. В этом году в связи с введенными ограничениями мероприятие проводится с соблюдением всех санитарных норм, а теплая солнечная погода позволила провести конкурс на свежем воздухе. Сейчас особые условия, и мы действительно продумали тут все, чтобы максимально безопасность детей была обеспечена. Здесь есть, вот видите, и дезинфекторы, и масочки, и все что угодно для того, чтобы это все прошло у нас максимально безопасно. Ну, в общем, как процесс, собственно, шел в этом году? Обычно мы читаем прямо в рамках нашего конкурса. Перед конкурсом рисунка чтение происходит, там либо прозы, либо поэзии, то есть что-то читаем, какие-то фрагменты и так далее. В прошлом году какие-то кусочки мы раздавали студиям, которые тоже знакомились с кусочками, которые мы выбирали. А в этом году всех детей там звать к себе и собирать и так далее, мы просто попросили их прочитать цикл рассказов детства Чика. И вот по мотивам одного из рассказов, 1, 2, 3, я не знаю, сколько они там прочитали, вот они сегодня это делают.
Всего в конкурсе приняли участие 16 юных художников. Это учащиеся секции живописи из ДЮ, Сухумской детской художественной школы номер 1, а также студий «Сальвадор» и «Артист Лофт». Я сегодня рисую иллюстрацию на тему «Чик и петух». Изначально у Чика были проблемы с петухом, то есть с самого начала они не поладили. И это происходило на протяжении нескольких дней. И вот в один из дней произошла такая ситуация. Там есть очень много поучительных рассказов, где рассказывается о разных ситуациях, которые свершились с Чиком. 6-й международный фестиваль Фазиля Искандера «Стоянка человека» завершился торжественной церемонией награждения победителей конкурса детского рисунка «Грушевый компот». Грамоты и памятные подарки пришли вручить министр образования и языковой политики Инал Габлия и кураторы фестиваля Эльвира Арсаля и Шазина Агарба. Тот из вас, кто не бросит рисовать, для кого это важно, особенно заниматься иллюстрацией произведений, после проведения конкурса у нас через Фазиля Абдуловича возникнут с этим вузом личные, персональные, дружеские связи. Вы все-таки у нас, не птенцы-птенчики Фазилева гнезда. Поэтому кто-то из вас, если соберется продолжать художественное образование, вот вы через ваших преподавателей обращайтесь к нам, мы уже будем дружить с этим вузом. В различных номинациях грамотами были награждены 13 юных художников, а самыми лучшими были признаны работы Златы Багненко, Амины Геворкян и Луки Гулария. Сухумский дом юношества планирует организовать специальную выставку, на которой будут представлены наиболее яркие работы за все годы фестиваля. Гугут Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Абхазия всегда привлекала гостей своей уникальной природой и красотой. Каждый год нашу страну посещают сотни тысяч туристов. Сегодня мы познакомим вас с путешественником, известным тревел-блогером Павлом Глобусом, который в эти дни отдыхает в Абхазии и с удовольствием делится своими впечатлениями. С путешественником побеседовала Сария Кварцхелия. Богатая история, роскошная флора и фауна, гостеприимство местных жителей привлекают в Абхазию туристов со всего мира. В этом живописном уголке земли собрано воедино все самое лучшее, что может предложить природа. Горные массивы и теплое море. Отдых в Абхазии всегда считался комфортным и престижным. Современные туристы едут сюда за тем, зачем приезжали люди 100 лет назад. За чистым воздухом, пропитанным ароматом цветущих деревьев, и за возможность искупаться в прозрачных водах Черного моря. За этими приехали Павел Глобус, журналист, известный тревел-блогер, проще говоря, путешественник. На счету Павла 73 страны. Кстати, 73-я Абхазия. Все памятники, все достопримечательности, они уникальны. Они реально достойны того, чтобы их признали всемирным наследием человечества. Тот же монастырь в Новом Афоне. Прекрасное, великолепное творение и очень интересно. И чувствуешь себя там как благостно, не знаю, как это сказать. Чувствуешь себя хорошо, комфортно, уютно. Но есть небольшие моменты, которые затрудняют жизнь туриста, которые стоило бы улучшить, изменить, что касается транспорта, что касается сервиса, что касается некоторых местных привычек. Самое, наверное, важное — это все-таки транспорт. Привыкли уже, что в Европе есть центральное расписание, что всех автобусов, о том, что заранее можно спланировать свой маршрут, что прилетел в аэропорт в такое-то время, что через 2 часа ты уже сидишь в автобусе, и ты точно знаешь еще за неделю до своего приезда о том, что этот автобус отправится именно в 2 часа, а не так, как он наполнился, и мы поехали. Такие моменты транспортные надо решать. Абхазия – это не только море, озеро Рийцы, Новоафонская пещера. Это волны облаков под ногами, россыпь крупных звезд над головой и горы без всяких прилагательных, говорит Павел. Страна полна достопримечательностей, полна великолепной природы, долинами, горами, пляжами. И здесь есть что посмотреть, и есть зачем сюда приехать. За культурой, традициями, танцами, кухней. И в общем итоге понравилось. Но, как всегда, есть небольшая, так сказать, капелька дегтя, ложечка дегтя в бочке меда. Конечно же, нет обобщенной информации, которую стоило бы создать, собрать все воедино, сделать один сайт, можно государственный, можно не государственный, в котором будут прописаны все мельчайшие подробности туризма в Абхазии. И отели,
и рестораны, и особенности кухни, чем отличаются от соседних регионов стран, и расписание транспорта, и аэропорты, вокзалы, как добираться, что делать. Даже такие мелочи, которые, например, словарик небольшой, чтобы турист из другой страны мог приехать и сразу сказать пару слов на абхазском и сделать приятно людям, которые здесь живут. Потому что, согласитесь, это приятно, если вам говорят спасибо на местном языке. Павел заметил, что не все здания в Сухуме находятся в надлежащем виде. Он высказал свое мнение об облике столичного вокзала. Вокзал и аэропорт – это всегда лицо города, а вокзал столицы – это лицо страны. Многие страны уже давно отказываются от железной дороги, потому что это тяжело содержать, но многие страны нашли хороший выход. Например, в Испании многие огромные вокзалы – это торговые центры, куда приходят мировые бренды, чтобы продавать там свою одежду, продавать свои продукты. Там строятся супермаркеты хорошие, и они содержат этот вокзал. Но при этом и самим людям, которые приезжают на поезде, это очень комфортно. Они могут купить самые необходимые товары, они любуются прекрасной архитектурой. Это шикарное наследие, которое осталось от Советского Союза в Абхазии. Это комфортно, это красиво и это комфортно. И это можно сделать, при этом государство само не будет тратить на это огромных денег. Конечно, нужно будет искать инвесторов, нужно объявлять будет тендеры и прочие остальные заморочки, которые существуют в государствах, в республике, но все равно это будет не за счет налогоплательщиков сделано. По-моему, очень хорошая идея. Местная кухня, которая является частью культурного наследия Абхазии, произвела неизгладимое впечатление на Павла. Оригинальные абхазские рецепты, от одного прочтения которых у многих текут слюнки и загораются глаза, тому свидетельство, добавил Павел. Кухня – это нечто... Это яркое, это феерия, это взрыв вкуса, потому что здесь очень много различных фруктов, много овощей и мяса, и специй, которые одно и то же блюдо можно готовить совершенно по-разному, делая различные вариации, играя со специями, с компонентами. Это очень вкусно. Начиная от самой простой, на мой взгляд, мамалыги, заканчивая другими блюдами, без которых не обходится ни одна абхазская свадьба. Каждый раз они звучат по-новому. Есть люди, которые показывают своим примером, что меняться никогда не поздно. Павел Глобус именно такой человек. В прошлом он преуспевающий юрист из Москвы, вдруг решивший бросить свою работу и начать исполнять мечту детства – путешествовать по всему миру. После посещения каждой страны он подробно описывает странствия в соцсетях, сдабривая их фотографиями и видео. То же самое он сделает и про нашу страну. Небольшой урок абхазского языка от Сары Куарацхелия, журналистки абхазского телевидения. Итабу амзираз. Это означает спасибо и до свидания. Увидимся в Абхазии. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. В воскресенье местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 13-18, днем 20-25 градусов. Температура морской воды 20 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.